Если бы мне полгода назад сказали, что самое лучшее решение в День Победы – это остаться дома, перед телевизором, я бы решил, что это розыгрыш. Но нет, удивительное рядом. 9 мая – это знаковый день для нашей страны. Поэтому, несмотря ни на что, нужно почтить память героев, благодаря которым наша страна вышла из Великой Отечественной войны с победой. В этот день по ТВ ожидается очень мощная программа. Предлагаю вспомнить о документальном фильме детско-юношеского телеканала «Тамыр» «Истории Победы». Здравствуйте, я Руслан. Я пришел снять интервью. Здравствуй, сынок. Проходи, раздевайся. Съемки проходили очень живо. Творческая группа побывала в гостях у самых активных ветеранов Великой Отечественной войны в разных районах и городах Башкортостана. Всем им, внимание, далеко за 90 лет. Мы снимали год назад интервью с ветераном, и я как человек, который интересуется историей, мне было очень интересно спросить у него всякие свои личные вопросы, потому что, когда ты изучаешь историю, у тебя всегда возникают какие-то вопросы. Почему то событие произошло именно в этот момент? Благодаря республиканской акции «Истории Победы» школьники Башкортостана формируют видеоархив интервью с ветеранами. Технологии и техника на сегодняшний день имеют колоссальные возможности. Осталось нам не отставать. На протяжении всего года волонтеры Победы встречались с участниками Великой Отечественной войны, которые проживают в Республике Башкортостан, а также за ее пределами. Подготовили материал для издания юбилейной книги, которая называется «Лица Победы», которая совсем скоро уже появится на свет. И безвозмездно эти книги волонтеры Победы будут вручать ветеранам Великой Отечественной войны. В этом году у волонтеров Победы были огромные планы. Но, к сожалению, все пошло не по сценарию. Выпуск книги переносится на осень. В этом издании они собрали интервью и фотографии ветеранов. Уважаемая Нина Захаровна, от лица молодежи Республики Башкортостан я хочу поздравить вас с наступающим Днем Победы. Пожелать вам счастья, здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа. Спасибо вам за мирное небо над головой. Да, мы обязательно придем к вам, когда ситуация с вирусом улучшится. Еще раз с Днем Победы. До свидания. В этом году проведем этот праздник дома. Позаботимся о ветеранах таким своеобразным способом. И хоть торжество пройдет у всех весьма скромно, это вовсе не означает, что гордость за нашу страну с годами становится меньше. Это значит, что в нужный момент мы можем мобилизоваться в любой ситуации. Кирилл Ванюшкин специально для Горы новостей.